Привет, это Иван Елисеев. На каналах Удмуртии против коррупции мы продолжаем рассказывать вам о тяжелой реальности, в которую системная коррупция погрузила нашу с вами республику. Но параллельно с этим мы не забываем и о будущем, которое обязательно наступит. На нашем канале мы уже выложили 2 видео с большой онлайн-конференции «Удмуртия-Чукаже», на которой обсудили, какой может быть наша республика завтра. По подсказке вы можете увидеть выступление российского политолога Федора Крашенинникова о том, как в России была уничтожена федерация и о том, какой федерализм нужен нам в будущем. А также обращение депутата Эдуарда Глухова, который продолжает борьбу за бесплатный проезд по Камскому мосту. И вот еще одно важное выступление. На конференции мы много говорили об удмуртской культуре, о том тяжелом положении, в котором она находится сейчас, и какой колоссальный потенциал в ней заложен. Удмуртская художница и известная активистка Палладя Башурова выступила с увлекательной и важной лекцией о колониальном прошлом, настоящем, но не будущем Удмуртии. Удивительно, но Палладе удалось уместить в 20 минут несколько веков истории нашей республики. Она подробно рассказала, какие методы использовала империя для подавления национального самосознания удмуртов. А после этого мы с ней поговорили о настоящем и будущем Удмуртии. Поэтому наливайте чайку, поставьте лайк, подпишитесь на канал и смотрите. Чтобы построить счастливое и справедливое будущее для всех, нам нужно знать об ошибках, допущенных в прошлом. На самом деле, я думал, как представить нашу замечательную спикерку. И у меня была одна идея сказать, что это один из немногих жителей Удмуртии, о которых написал журнал Time, и это действительно так. Но лучше я спрошу о следующем, потому что сейчас у нас на часах 6:30, и я правильно понимаю, что через полчаса в Москве проходит премьера фильма с твоим участием. Так это или нет? Да, буквально вот в эти минуты идет подготовка к премьере. Там выступают наши замечательные ребята Постдюкес на премьере в Москве, в кинотеатре Каро. Да, это фильм о культуре, об искусстве, о какой-то уходящей, о чем-то уходящем, как будто бы, но в том же время очень актуальном. И это фильм из 5 новелл, где рассказывается о художниках и художницах, которые занимаются национальной темой. В основном это люди, которые занимаются чем-то связанным с костюмом, с какими-то элементами народного творчества в том числе. Да, и в том числе там художницы из Коми, из Башкортостана, русского севера. В общем, да, это очень увлекательный был опыт у меня такой в прошлом году, но на премьере меня нет. Очень жаль, но я надеюсь, получится посмотреть этот фильм у тебя, но у тебя-то точно получится. Я правильно понимаю, что это достаточно уникальная штука, когда фильм об удмуртской культуре в том числе презентуется в Большом кинотеатре в Москве, и это уникально, и это такой прям новый опыт, да? Кажется, как будто бы да. Этот фильм называется «Тонкой нитью», режиссерка Софья Горленко. Думаю, да. Но я очень рада, что там выступает Постдюкес. Я еще раз. И да, вот как раз в моей новелле там много музыки Бобо Ленин и Постдюкес. Классно. Да, кстати, у нас сегодня будет человек, который имеет непосредственное отношение к Постдюкес, такой, я не знаю, спойлер или тизер. Но сейчас передаю слово Палладе. Она расскажет о тех установках, колониальных установках, которые были в нашем прошлом, почему они появились в нашем прошлом, которые, к сожалению, по-прежнему присутствуют в нашем настоящем, и что мы должны делать, и чтобы эти установки ни в коем случае не брать в наше будущее. Тебе слово. Да, я, наверное, больше буду уделять внимание какому-то историческому контексту, как эти установки формировались, что это вообще были за установки, и установки ли это какие-то процессы, которые можно назвать колониальными. Больше года назад я, как координаторка феминистского антивоенного сопротивления, участвовала в написании манифеста нацменок, часть из которого можно видеть на слайде, в котором была обозначена позиция нерусских координаторок ФАС по отношению к войне в Украине. И той лицемерности, которая кроется за денацификацией соседнего суверенного государства, и в тех процессах, которые происходят в России,
После публикации манифеста мы запустили отдельную рубрику, которая называется «Голоса нацменок». И, в общем-то, почитав эту рубрику, можно составить какое-то впечатление о том, как живут нерусские люди в России прямо сейчас, с чем они сталкиваются, и проследить как раз-таки закономерность вещей, которые мешают этим людям жить. В контексте войны в Украине слова «колониальность», «колониализм» все чаще используются в языке, и под этими словами подразумеваются часто совершенно разные вещи. Чаще всего колониализм подразумевает процессы завоевания развитыми государствами других территорий и последующую эксплуатацию местного населения, эксплуатацию природных ресурсов, вытеснение культурных традиций, вытеснение языка, вытеснение религии. Колонизация — это вот сам процесс завоевания и установления контроля над подчиненными территориями. А колониальность — это комплекс мер, которые направлены на поддержку зависимости этих подчиненных территорий от метрополии. Российская колониальность во многом отличается от похожих процессов в западных государствах. Российская империя, в общем-то, формировалась путем военной экспансии и насильственного присоединения территорий, которые были населены коренными народами со своим традиционным укладом, традиционной верой и совсем другим языком. В современности мы сталкиваемся прямо сейчас с тем, что амбиции российского государства проявляются не только внутри собственно Российской Федерации, но и по отношению к соседним государствам. В данном контексте важно упомянуть формирование противопоставления «они» и «мы», где «они» — это та самая немытая Россия, это граждане других стран, представительницы других этносов, другого вероисповедания, в частности, мусульмане. И, в общем-то, все вот эти вот непонятные «они». А мы — это просвещенная нация, говорящая на языке Толстого, Достоевского, Пушкина. С нами Бог, мы победили фашизм. И, в общем-то, как будто бы всем должно быть честью жить с нами в одном государстве и разговаривать с нами на одном языке. Стереотипизация, обобщение опыта, невнимательность к другим культурам и традициям зачастую сопровождает колониальность. Во многом это проявляется в языке. Такие слова, как гастарбайтер, лица кавказской национальности, бесконечные синонимы данных слов в СМИ, это все является некорректными обозначениями по отношению к национальной идентичности людей. Одна из главнейших составляющих колониальных процессов — это вытеснение языка и насильственная русификация, христианизация. Как отмечают исследователи, с момента присоединения в 16 году удмуртских земель к русским был прерван, в общем-то, естественный ход развития удмуртского этноса. На момент присоединения удмурты находились в переходной стадии, которую можно обозначить еще не, уже не, от семейно-родовых к раннефеодальным. И, находясь в составе русского государства, развитые феодальные отношения наложились как бы сверху, а не поступательно развивались с учетом локального контекста. Удмуртские крестьяне, кроме социального, испытывали национальный гнет. И наиболее ярко он, разумеется, выразился в политике насильственной русификации. Принявшие христианство удмурты освобождались от рек русской повинности, им предоставлялись налоговые льготы, а подушная подать удмуртов, принявших новую веру, перекладывалась на удмуртов-язычников. В общем-то, желающих принять христианскую веру, то есть, добровольно, оказалось не очень-то много. Есть, например, увлекательная статья о христианизации и крещении удмуртов села Зяцы. Авторка проследила динамику христианизации и крещения и выделила две волны. И по ревизиям, и было забавно, что после первой волны крещения в этой деревне, население которой было около 90 человек, появилось 5 Иванов Ивановых. И, возможно, в крещении принимал активное участие некий Иван.
Если говорить о восстаниях, каких-то народных бунтах, то, разумеется, следует упомянуть крестьянскую войну, которую возглавлял Емельян Пугачев, и удмурты, разумеется, в ней принимали участие, и это событие отразилось на удмуртском фольклоре, удмуртской литературе и даже живописи. Наиболее крупное восстание после Емельянского происходило в начале XIX века из-за насильственного приписания крестьян к заводам. Крестьяне были, в общем-то, не в восторге от того, что их насильственно заставляют работать на заводах, хотя у них, в общем-то, много своих каких-то дел. Одно из самых известных дел, которые напрямую касаются удмуртов, это... Так, куда тыкать? Оно тыкается? Ага. Вот. Одно из самых известных дел, которое напрямую касается удмуртов, это, разумеется, мултанское дело о кровавом навете. Как выразился Максим Горький, это идиотское мракобесие самодержавной власти. Суть в чем? В 1892 году было найдено обезглавленное тело русского крестьянина. И соседи мултанцев, русские крестьяне, обвинили мултанцев в человеческом жертвоприношении. И, в общем-то, это были единственные какие-либо основания для заведения дела. Помимо того, что в доме одного из главных подозреваемых, Кузьмы Самсонова, были найдены окровавленные вещи. Но Кузьма Самсонов был мясником, поэтому, в общем-то, не очень удивительно, что у него дома были окровавленные вещи. Было всего задержано 12 человек. До первого суда 2 из них, пожилая пара, даже не дожила. Жена Кузьма Самсонова, Мария Петровна, имевшая грудного ребенка, была заперта в сарае, ее избивали и пытались выбить показания. И, в общем-то, потом оказалось, что все показания, признательные показания были даны под пытками. Суд длился 4 года, было 3 процесса. После первого же процесса журналисты местные обратились к известным литераторам и правозащитникам, в том числе к Короленко, который до этого отбывал ссылку в Глазове. И он привлек внимание общественности к этому процессу. Благодаря ему и его коллегам всех удмуртов удалось оправдать. Но эти 4 года для села Старый Мултан и для удмуртов в общем были каким-то нависающим мечом, когда народ обвиняется в чем-то подобном, как человеческое жертвоприношение. Это очень сильно влияет на самоощущение народа. Впоследствии было, все сходятся во мнении, что дело было в том, что русские крестьяне очень хотели занять земли удмуртов, потому что было удобно ездить на ярмарку, которая находилась поблизости от Старого Мултана. Адвокатом, который защищал мултанцев на 3-м суде, после которого всех удмуртов оправдали, стал Николай Платонович Коробчевский, который известен тем, что он был защитником в ходе дела 193. Тогда к суду были привлечены участники хождения в народ, которые были арестованы за революционную пропаганду в конце XIX века. Само село Старый Мултан переименовали в село Короленко, и там, в общем-то, стало стыдно ассоциировать себя с удмуртским народом и говорить на удмуртском языке. И это был не единичный случай. В Удмуртии некоторые священники и крестьяне обвиняли время от времени удмуртов в человеческих жертвоприношениях. На рубеже веков в наши земли стали проникать большевистские революционные идеи. В основном благодаря большевикам, которых отправляли в ссылку это Дзержинский и Бауман, а также отправлявшиеся в Казанскую учительскую семинарию удмурты. Там они набирались революционных идей и, возвращавшись к себе домой, начинали заниматься просвещением. Например, Шкляевым была переведена Марсельеза на удмуртский язык.
Разумеется, удмурты участвовали в революционных событиях. Например, в начале XX века отмечались самовольные захваты земель, порубка лесов и другие акции. Разумеется, коренной перелом произошел в 17 году. И первые послереволюционные года были полны надежд. Был открыт краеведческий музей, в Ижевске был открыт удмуртский клуб, развивалось удмуртское книгопечатание, бесконечные просветительские мероприятия в деревнях и в селах. И также в 1918 году произошел Всемирный Всероссийский съезд ватиков в Елабуге. Среди этих 70 человек были известные публичные личности, писатели, но также там были и купцы, и учителя. Одними из главных, многие из них, были впоследствии репрессированы, и некоторые станут партийными деятелями. Вопрос о самоопределении стал центральным в работе данного съезда, и имелось два пути его решения. Это вхождение Удмуртии непосредственно в РСФСР в качестве автономного образования или в составе Татаро-Башкирской республики. Последнее было отклонено. Отношение к РСФСР было выражено в следующих словах, они довольно интересны. Входя в состав Российской Федеративной Республики Советов, мы, удмурты, также имеем право на самоопределение, самоуправление. Но говоря о самоуправлении народности, мы должны соблюдать общее единение с русскими гражданами и составлять с ними единое государство. Все народы, и крупные, и мелкие, многочисленные и малочисленные, составят общий союз, и тогда земля наша будет землей союза народов, где у каждой народности будет свое управление, свой суд, свои законы, свой язык, свое образование и свое правительство. Да, но несмотря на все это и на все эти красивые слова, уже к концу 20-х годов проявление интереса ко всему национальному стало считаться проявлением национального буржуазного национализма. И одно из этих ключевых и известных дел — это, разумеется, дело Софин, Союз освобождения финно-угорских народов. К слову, этого союза никогда не существовало, это было полностью сфабрикованное дело, из-за которого к суду были представлены к суду 28 человек, часть из них были отправлены в ссылки, часть расстреляны, в том числе наш знаменитый деятель, писатель, поэт, переводчик, исследователь Кузибай Герд и многие другие. Раскрывая суть своего обвинения, там были такие вещи, как создать финно-угорское государство под патронажем Финляндии. Что там было еще интересно? Добиться полного отделения народов и окраин России в самостоятельное государство с тем, чтобы Россия осталась только как Великороссия вокруг Москвы. Образовать удмуртский епископат и свергнуть советскую власть. Очень амбициозные задачи ставило перед собой объединение из 28 человек, но впоследствии все из них были реабилитированы. Также коллективизация происходило в Удмуртии очень болезненно, и так как, в общем-то, удмурты в основном всегда были таким деревенским лесным народом, это очень серьезно ударило по крестьянам. Для меня, например, фотографию, которую я выбрала как иллюстрацию к тому, что происходило во время коллективизации, это сюлык. И с него были срезаны монеты, чтобы купить трактор. То есть даже с элементов одежды, с вещей, которые передаются с поколения в поколение, их забирали и отдавали на нужды Советского Союза. Также был уничтожен традиционный орган решения внутриобщинных семейных вопросов Кинеш в ходе знаменитого Лударвайского дела. Орган был признан кулацким, и даже само слово пытались вытравить из обихода. И, разумеется, репрессии 30-х годов не обошли стороной Удмуртию. Было репрессировано по меньшей мере 3258 человек, а в 1937 году было расстреляно 426 человек.
В книге памяти жертв политических репрессий общества «Мемориал» числится более 8 тысяч фамилий. Туда вошли и раскулаченные крестьяне. И, в общем-то, на теме судопроизводства и репрессий мы плавно переходим к тому, что происходит в Российской Федерации прямо сейчас. И я бы хотела начать с актуальной темы предоставления переводчиков в суде. По законодательству во время судопроизводства суд обязан предоставлять переводчиков, чтобы переводить на язык, который понимает обвиняемый. Но этого не происходит. Многие, думаю, слышали о том, как судья издевалась над коми-активистом, который отказался разговаривать с ней на русском языке. Или же о деле Тувинца, которого петербургская судья просто в ужасных каких-то предложениях спрашивала о том, откуда у него вообще паспорт Российской Федерации, если он не говорит на русском языке. Вот. Но на самом деле это повальная проблема всех дел, которые касаются мигрантов, как отмечает гражданское действие. В общем-то, колониальными являются установки, касающиеся ненужностью любого языка, кроме русского, нечувствительность к вероисповеданию, культурным нормам и традициям. Отдельно, я думаю, стоит сказать о подобных высказываниях и действиях именно в каких-то оппозиционных кругах и в кругах людей искусства, назовем их так. А в оппозиционных это я часто слышу ненужность и неважность языкового активизма, связанного с восстановлением и переосмыслением культурных традиций, что, мол, вот сейчас вот все, вот сначала мы сейчас всех победим, а потом уже вашими делами займемся. Но я думаю, просто многие не понимают, что люди умирают, носители языка умирают, носители всех этих традиционных укладов жизни умирают, ежегодно умирают. И просто пока мы боремся со всеми этими ужасными вещами, культура некоторых народностей просто может умереть. Многие национальные движения также отмечают, что процент мобилизованных на войну с Украиной среди национальных республик гораздо выше. И среди них можно заметить тенденцию призывать денацифицировать Украину людей как бы не русской национальности. И некоторые активисты справедливо называют это этническими чистками. Также хотелось бы отметить низвождение культуры и традиций до декоративного. Это вот мы сейчас выведем на концерт, посвященный СВО удмуртов, татар, башкир и всех народностей, которые проживают в Российской Федерации, и как будто бы вот они все поддерживают войну. И вообще, в принципе, любое низвождение культуры до чего-то вроде там пельменей и перепечи. Это очень удобная ширма для российской власти. Если же говорить о бытовых проявлениях колониальной оптики, то это, разумеется, различные уничижительные высказывания, представления об удмуртах как о немытых, необразованных ватиках, а также вот этот сумеречный ген алкоголизма, который почему-то преследуют многие финно-угорские народы. А если же переходить к будущему и к чему-то хорошему, то я бы привела в качестве примера деревню Себ, которая стала культурным таким центром притяжения. Эта деревня, в ней всего примерно 400 человек, но в ней находится музей исчезнувших деревень, студия звукозаписи, коворкинг и библиотека. И когда находишься вот в этом месте, видно, что это место делали люди, которые и как-то очень трогательно относятся к своему культурному наследию, не забывают о ужасных событиях в истории своего народа, но также и делают это с заделом на будущее. Так вот в эту студию звукозаписи приезжали люди из Европы, из Японии, в общем-то, из других стран, ну и, разумеется, из Ижевска. Вот. Сам музей просто великолепный. И да. И, в общем-то,
Вот мой последний слайд — это те проекты, те активисты, те люди, за которыми лично я слежу и которых мне бы хотелось упомянуть. Это... Я не буду... там что-то нет последнего. Ну ладно. Если вот все эти прекрасные люди и все люди, которые интересуются судьбой и жизнью своего народа и своей республики, будут продолжать делать такие же мероприятия, как сегодня, например, или снимать фильмы, или заниматься музыкой, заниматься переосмыслением того, что происходило, то я думаю, что мы все, в общем-то, приблизим ту самую прекрасную Удмуртию будущего. Круто. Спасибо тебе большое, очень вдохновляюще, очень познавательно сначала, потом вдохновляюще. Вот. Сейчас я задам вопросы, они разные, вот. Но я хочу начать с того, что мы с тобой обсуждали за кадром, а именно вот с этого момента. Ты часто где-то, ну там в социальных сетях, вот сегодня тоже показываешь национальные костюмы свои, не стесняешься этих элементов. Мы с тобой обсуждали о том, как много дизайнеров удмуртских, которые делают это и делают это классно, и это вообще огромная, с моей точки зрения, тебе виднее, часть современной удмуртской культуры. При этом есть мнение, что многие считают, что использование национальных костюмов это есть так, вот, декоративизация, как ты сказала, экзотизация и так далее. Вот ты как художница скажи, где пролегает эта грань, где вот переосмысление, а где экзотизация? Как ты ее видишь и чувствуешь? Мне кажется, что вообще удмуртская мода, да, я сразу скажу, что это великолепная абсолютно тенденция в Удмуртии, развивается очень вообще семимильными шагами, постоянно происходят какие-то показы мод. Вот Дарали Лили, которую я вынесла, разумеется, на этот слайд, это удмуртская просветительница, вообще, в принципе, такая моя наставница, я бы так сказала. Вот. Экзотизация происходит, как мне кажется, где-то там, когда ты делаешь налобник из фольги и идешь на концерт СВО. Но, в принципе, чтобы избежать экзотизации, надо просто открыть книжку, сходить в музей, посмотреть, как это все выглядело на самом деле, и учитывать именно эти контексты. То есть, вот, например, Дарали Лили, вообще, в принципе, то, чем она занимается, много времени чему отдает, это музей удмуртского платья. Вот. И она много об этом пишет, о том, как это все различалось на самом деле. Ну, то есть вот это платье, например, оно вообще не удмуртское, это из Зарина. Вот. Но в принципе, как вот эта вот штуковина, она отсылает, поэтому да. Я в основном, конечно, редко одеваюсь как-то вот прям сугубо правильно, как прям надо. Я вношу какой-то элемент современности, как-то переосмысляю. Ну, в общем-то, это и есть, наверное, какая-то удмуртская мода. Я не знаю. Но мне как-то важно, чтобы это было и с умом сделано, но и при этом я могла просто пройти в этом на улице. То есть, когда у тебя маниста до пупка, в этом очень сложно ходить. Круто. А вот скажи, значит, такой еще вопрос. Я понимаю, вернее, я могу понять, когда вот старшее поколение, вот советские люди, которые выросли в Советском Союзе, грубо говоря, наше предыдущее поколение, да, когда они используют какие-то колониальные установки. Ну, знаешь, вот все эти словечки, которые я сейчас не хочу произносить по отношению к нерусским людям. Вот. А давай поговорим вот про молодых людей. Вот вроде вот от молодых людей какие ты слышишь вот вещи, которые они сами не понимают, а так говорить не надо. Вот, может быть, что-то вспомнишь такое? Вот из какого-то последнего разговора, который у тебя был, или нет? Я просто в таком как бы пузыре нахожусь. Это не слова, это, наверное, общее какое-то непонимание, неинтерес ко всему, что не касается лично вот этих людей. Там, например, я жила в Петербурге, и там, что такое Удмуртия, это вот описать, я не знаю, там, вот бурамских бабушек, ты хоть помнишь, вот хотя бы их-то ты помнишь. Да, но это не то, чтобы, конечно, какие-то словечки или высказывания, это просто какой-то вечный фон неинтереса ко всему происходящему за пределами Москвы и Петербурга.
да, а из словечек, я не знаю, но мне не очень нравятся слова «ватяг», хотя многие, наверное... Вот да, вот давай обсудим вот слово на «в», как его называют. Кто-то прям говорит, что вот его надо как «в» слово, да, как «естен» слово, вот так же «в» слово. А кто-то говорит, что я наоборот, я горжусь. Я считаю, что нам надо... У нас сегодня будет, кстати, спикер, который... Я считаю, что нам надо этот бренд развивать. Есть такие люди. Да. Ты скорее к первой части или ко второй относишься? Я просто не слышала о том, что кто-то хочет это, как вот словечко «реклеймить», забирать это слово и использовать его, да. Как вот у нас, например, манифест нацмены, как бы нацмен — это, в принципе, оскорбительное слово, но мы выступали за то, чтобы его реклеймить. Так произошло, например, со словом «квир», да, которое, в общем-то, было оскорбительным, но стало словом, которым сейчас многие люди определяют свою идентичность. Ну, как бы с людьми, которые в контексте, ну, мы можем там, типа, когда я нахожусь в Удмуртии, у меня начинается сразу, ну, вот это вот, я сразу начинаю, и кто-то мне там может сказать, ну, ты что, батячка? Вот, но это как бы, когда человек находится с тобой в одном, как бы, культурном поле, это не так странно. А когда это человек из Петербурга и будет называть там Ватяков Ватяками, я бы скорее на него посмотрела неодобрительно. Хорошо. Мне на самом деле очень приятен твой подход, потому что, ну, вот на самом деле отношение, оно видно. Если человек относится к тебе как к человеку из непонятной где-то Удмуртии, то неважно, что он говорит, ты будешь это чувствовать. А если он относится хорошо, он может даже что-то сказать не то вдруг, по незнанию, да, но все равно это не будет плохо. Поэтому да. Если кто-то не знает, Поладья, она достаточно долго находилась в России, уже после того, как началась война, и продолжала выступать против войны, продолжала свою активистскую деятельность. Я думаю, с этим связан следующий вопрос, который к нам пришел. Одну секундочку. Да. Я тоже против войны и против СВО, и против войны, и против СВО, но открыто говорить не могу из-за власти. Что с этим делать? Как активистка со стажем? Вот сейчас что можешь посоветовать? Жить по ресурсам, я бы так посоветовала. Если вы чувствуете потребность какого-то высказывания, вы можете коммуницировать с городом, если вы живете в России, например. Я в этом плане вам очень завидую, потому что я лишена теперь такой активистской возможности, как коммуницировать с людьми посредством города, когда город выступает третьей стороной. Вы можете заниматься, ну, там, граффити, наклейки, вот это вот все, разумеется, с правилами безопасности. Ну, мне кажется, это, вот, по крайней мере, в Петербурге это очень чувствовалось. В Ижевске, я помню, очень радовалась, когда на здании драмтеатра зарисовали свастику, было здорово. Вот, ну как-то идешь всегда как-то так приятно, когда ты находишься в России, стоишь на пешеходном переходе, и там на вот этом вот светофоре малюсенький стикер «Пацифик». Это всегда очень приятно, это не нужно недооценивать. Я думаю, это важное высказывание. Ну вот, я думаю, вот так вот. Да, на самом деле согласен. И ты имеешь в виду, когда Z закрасили на театре оперы и балета, в смысле в Ижевске, или еще какая-то Z-ка висела на театре? Да. Вот там, вот это вот белое такое здание, там, да. Да, это театр оперы и балета в Ижевске. Мне понравилось, что кто-то из наших соотечественников, собственно, земляков, добавил к букве Z буквы Алупа. Вот, собственно, его после этого, естественно, задержали, через какое-то время назначили штраф, по-моему, ему 30 тысяч рублей. Ну, то есть, да, я в этом смысле согласен, что надо смотреть по ресурсам. Вопрос от наших чувашских друзей. Как удмурты ощущают себя в России сейчас? Чувствуют ли они проявление расизма за внешность? Многие чуваши, даже в Чувашии, стесняются своего происхождения. А как с этим дело обстоят, видимо, в Удмуртии? Я думаю, обстоят они по-разному. И смотря где эти удмурты находятся. Например, когда я была в Ижевском баре вместе со своими удмуртоговорящими друзьями, но мы не смогли даже заказать напиток на удмуртском языке, да. А в деревне, наоборот, там все говорят на удмуртском, и там удмурты чувствуют себя замечательно. За внешность просто, мне кажется, тут очень какая-то такая грань размытая между внешностью удмуртской, потому что все-таки не такие ярко выраженные, наверное, черты лица для
взгляда столичного, наверное, вообще, в общем-то, незаметные. Это люди, имеющие отношение к Приволжью, могут как-то отделить вот этот финно-угорский прищур, да, а люди вне, я думаю, особо нет. За внешность, мне кажется, не особо, но это надо как-то вот проводить какую-то экспертизу. Принято. Хорошо. Ну, на самом деле, здесь личный опыт, я думаю, это самое ценное в таких вопросах. Еще один вопрос. Полодя, как повысить интерес к изучению удмуртского языка? Вот там был у меня слайдик замечательный с проектами, которые, в общем-то, этим занимаются. То есть такие проекты, как видеоблогинг на удмуртском, очень модненькие, очень интересные, интерактивные сайты с изучением удмуртского языка, перевод Гарри Поттера на английский язык, на удмуртский язык, комиксы, настольные игры на удмуртском языке. Мне кажется, вот такие проекты — это как раз то, как можно повысить интерес к удмуртскому языку. Ну и какое-то искусство, музыка, стихи, литература, журналы, тот же самый Кинешт. Хорошо, я, кстати, увидел сейчас в одном из каналов, ну, наверное, можно назвать канал Уралистика, появился скриншот нашей конференции с тобой и как раз, собственно, теми каналами, которые ты рекомендуешь. Я думаю, это будет очень ценно и нашим зрителям, в общем, это рекомендую. Ну и Уралистика, там не было Уралистики у меня. Нет, может быть, внутри была. Я имею в виду, сейчас в канале вышел такой пост. Я про это говорю, да. Вот, еще вопрос. Что делать ну, это так формулирует тот, кто задает вопрос, что делать со смертью удмуртского языка в городах? Ну, я думаю, возвращение удмуртского языка в город. Вот я сейчас вообще живу в Армении, да, я вижу, насколько там много именно чего-то такого модного, брендового. Ну, я как вот человек визуальный, да, занимаешься всем визуальным, мне важно там большие баннеры с огромными армянскими буквами, возвращение каких-то вот всех этих вещей в город, а не то, как сейчас происходит, когда за каждую остановку на 2 языках активисты борются годами. Мне кажется, что вот какой-то дизайн в этом плане, я думаю, может помочь. А именно чтобы люди, которые могут говорить на удмуртском и говорили на удмуртском, я вот, кстати, слышала о инициативе клеили стикеры, здесь вас обслуживают. Здесь говорят по-удмуртски. Здесь говорят по-удмуртски. Вот такие инициативы замечательные, мне кажется. Ну да, я, кстати, согласен, я слышал про эту инициативу, вот, и да, мне кажется, это действительно здорово. И последний вопрос, такой, что называется, можно сказать, можно ответить тостом, что называется. Сейчас, секунду, потерял. Да. Полодя, восхищаюсь вами, обязательно посмотрю ваш фильм, тут подписываюсь. Сможете ли вы когда-то еще вернуться в удмуртские земли? Ой, это вообще ножом по сердцу. Вообще ножом по сердцу. Думаю, первый год моей жизни без того, чтобы я приехала в Удмуртию. Где бы я ни находилась каждое лето, я проводила в Удмуртии. А сейчас, конечно, да, проблематично. Я как только вот можно будет, как только вот... Я не знаю, ну, может, к Мизулиной на поклон сходить, чтобы она меня пустила. Я не знаю, но... переживаю. Ну, конечно, я-то вернусь. У меня других целей в жизни, в общем-то, и нет, кроме как вернуться куда-то, в Удмуртию. Слушай, ну, на самом деле, повлиять на возвращение в Удмуртию прямо сейчас мы не можем. Но на что мы можем повлиять, это выразить тебе лучи поддержки. Мне кажется, те вопросы, которых мне пришло очень много, и почти все начинаются с восхищения тобой, и те люди, которые нас сейчас смотрят, вот, они тебе эти лучи поддержки посылают, и я уверен, что все будет хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Друзья, делитесь своим мнением в комментариях, рассказывайте, каким вы видите будущее нашей республики. Поддерживайте нас на платформе Boosty, чтобы мы чаще могли снимать новые видео. И большое спасибо тем, кто нас уже там поддерживает. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео о настоящем и будущем Удмуртии.